Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Я рад вас приветствовать в таком прекрасном здании, в прекрасном зале. Иншаллах, по традиции мы начнем наш маджлис с чтением аятов священного Корана. Пожалуйста, Юсуф Хаджи Асламбеков. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Есть хадис пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, который звучит так. Стремление к знаниям – это обязанность, именно обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Сегодняшний наш маджлис тоже называется «Ислам. Польза знаний». Я думаю, в этом зале никому не нужно объяснять, какая польза от знаний. Именно духовных знаний. Мы помним те годы, когда очень тяжело было получать духовные знания. Многие из присутствующих помнят, есть те, которые родились уже, когда этой тягости не было. Но надо сказать, что очень тяжело было в те годы получать знания. Не было мадраса, не было столько мечетей, не было столько ученых людей, которые могли рассказать, что такое халал, что такое харам, как и нужно поступать в различных ситуациях. Благо сегодня, альхамдулилля, шукру, воздаем шукру Всевышнему Аллаху за то, что есть и мадраса, есть и мечети, есть и овал мечети. Рядом с домом у каждого наверняка есть мечеть, в которой проходят летние курсы, на которых наши дети могут получать знания. То есть они фактически в детском возрасте получают фундаментальные знания, то есть именно ту базу, благодаря которой в будущем их уже не одурманят всевозможные сектанты, не тянут в сторону, как это было с нашими братьями, которые бегали по лесам, словно животные, прятались и делали все, что не нужно делать. Благодаря и мадраса, и всему тому, что у нас сегодня есть, мы можем собираться в таких прекрасных залах, видеть друг друга, общаться, слушать наставления наших богословов. И сейчас я бы хотел предоставить слово ученому богослову, который уже получил знания в те годы, когда уже было легко это делать, когда были мадраса, когда уже можно было спокойно после школы прийти и учиться, изучать знания, не боясь за то, что за тобой будут следить или тебя арестуют. Это имам Кировского района, также он является имамом мечети на вокзале имени Сайфулла Ади Башларова, Абдулла Магомедов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Уважаемый джамаат. Я хочу рассказать один хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ида маталь инсану», когда умирает человек, инкатаа амалюху, прекращаются его деяния. Что имел в виду этим посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? То есть человек покинул этот мир, и он багаж своих благих деяний он уже не может пополнить. Мы знаем, что каждого человека ожидает судный день, каждый человек будет стоять перед весами, когда мы будем смотреть, какая же чаша весов перевесит, с благими деяниями или с плохими деяниями. От этого будет зависеть, где мы окажемся: в раю с праведниками или в аду с грешниками. В этот момент для нас каждое деяние очень будет ценно. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дальше говорит: «Илля мин салясатин», кроме трех. То есть получается, все-таки значит деяние, хоть человек покинул этот мир, кроме трех вещей, человек, значит, все-таки может пополнить багаж своих благих деяний. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Илля мин садакатин джария», то есть кроме непрерывной милостыни. Что это значит? Это, например, человек соорудил какой-то мост, провел дорогу или воду, и пока люди пользуются этим, получают пользу от этого, этот человек получает за это награду, несмотря на то, что он покинул этот мир. Далее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Илля ильмин», или знания, юнтафау бихи, которым получают пользу. То есть человек кому-то дал какие-то знания, пока человек этими знаниями пользуется, он также получает награду и пополняет багаж своих благих деяний. И третье, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Илля мин валидатин салихин яд'у лаху», или праведный ребенок, который молится за родителей. Вот насчет того, чтобы брать пользу от знаний. Вот человек, например, стал причиной, что кто-то получил какие-то знания. Допустим, он научился читать Коран. И вот он читает Коран. Вот человек просто делает фарз намазы. Если мы рассмотрим только вот то, что обязательно человек делает. В день он читает 17 раз Аль-Хам. Вот один человек стал причиной, что тот выучил Аль-Хам, и он читает его, и вот за каждый Аль-Хам получает награду. Хоть вот, несмотря на то, что он покинул этот мир. Вот, например, когда человек умирает, мы собираемся и, как вот в народе это называют, кульгу, да, читаем 3 дня. Для чего это мы читаем? Чтобы облегчить мучение этому человеку. Любой человек, мы знаем, что Всевышний Аллах сделал так, что безгрешными только пророки являются. И у остальных людей бывают грехи. Поэтому вот люди кульгу читают для того, чтобы как-то облегчить его положение в могиле. Но человек, который стал причиной, что кто-то читает Аль-Хам, он каждый день будет получать по 17 раз за Аль-Хам награду. Такому человеку даже умирать страшно не будет. И не 3 дня только, как мы собираемся на кулу, а постоянно будет получать, пока этот человек читает этот Аль-Хам. И также другие знания. Вот, например, у каждого человека свой путь бывает в рай. Кто-то получает знания, учится 7 лет, кто-то еще больше, и он так себе прокладывает дорогу в рай. А кто-то, кто не хочет, например, или не может он 7 лет отдать учебе, у него такая возможность, Всевышний Аллах дал ему возможность, просто он помогает этому человеку, обеспечивает его пропитанием, как-то помогает мадраса, и тем самым он тоже себе зарабатывает рай. Вот. Также, вот, например, самая ценная садака считается это садака людям, которые получают знания, ильму. Почему так? Вот я сам задумывался раньше. Например, человек голодный, да, вот, он просит садака. Но говорится, что вот в книгах дороже дать человеку, который изучает знания. Почему так? Я раньше не мог понять. Потом я нашел ответ на этот вопрос. Ответ таков, то, что вот человек, который получает знания, придет время, он отучится, он станет или учителем,
будет преподавать. Или же он будет, например, имамом работать. Читает, например, проповедь джума мечети. Пришли около 1000 человек. Он им делает вааза, проповедь, то, что вот давать садака, например, бедным людям, их обеспечивать, это хорошо, это есть польза. И 1000 человек от этого получает назидание, пользу. А тут один человек, который голодный был, он один раз поел, поужинал и все. Вот. Поэтому такая разница большая. И тот человек, который имеет такую возможность помогать кому-то, это человек, которого Всевышний Аллах выбрал, избрал из других людей. Потому что мы знаем, сколько людей есть состоятельных, но тем не менее они не помогают ни учебе, ни в других разных деяниях. Поэтому, если нам Аллах дает такую возможность, мы должны делать шукру, чтобы Всевышний Аллах увеличил. Так как в Коране Всевышний Аллах говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ла ин шакартум ла азиданнакум». Если вы будете меня благодарить, я непременно вам прибавлю. То есть Всевышний Аллах обязуется то, что Он еще больше прибавит. Пусть Всевышний Аллах даст нам тауфик, помощь, всегда быть полезными, исламу полезными для людей, обучающихся, и постоянствовать на этом, благодарить Всевышнего Аллаха. Вальхамдулиллахи роббил аламин. Сегодня у нас есть практически все. Есть педагоги, которые преподают правильно духовные знания. Есть учителя. Есть наши братья и сестры, которые стоят рядом с нами в трудную минуту. Мне бы немножко хотелось сказать о них, о фонде «Инсан». Эти люди делают очень важную и нужную работу. Сколько у нас в селах бывает погорельцев, сколько у нас бывает оползней в горах, когда люди остаются ни с чем, да, вот всю жизнь жили, и в результате такого бедствия у них пропадает не только дом, но и все, что они нажили за всю свою жизнь. А у них есть дети, им надо их поднимать. И тогда фонд «Инсан», здесь есть несколько ребят с этого фонда, я видел, они заходили, они становятся рядом и помогают. Вот в новострое, здесь большинство с новостроя, у меня живет один знакомый, который жили мы еще в детстве на 5-м поселке. Я не знаю, как он узнал мой адрес, потому что мы с ним лет, наверное, 12-13 не виделись. Он позвонил мне и сказал: ты же, говорит, знаешь этих, наверное, ребят, ты в этой сфере с этими людьми общаешься. Пожалуйста, у меня, говорит, такая ситуация. Я строил дом в новострое, купил материал, но денег не оказалось, говорит, не рассчитал немножко. Сейчас дожди начнутся, крышу накрыть не могу, мне нужна помощь, чтобы накрыть эту крышу. И взять тоже, говорит, не у кого, потому что у кого было можно, я уже занял. Нельзя ли обратиться через фонд «Инсан»? Я слышал, они помогают. И действительно, мы обратились с ним, и эти ребята помогли, приехали, накрыли ему крышу, выполнили те работы, наняли мастеров, которые были необходимы для того, чтобы... И эта крыша стоит, в этом доме сегодня живут. Дом теплый, хороший и удобный. Альхамдулилля, что есть и фонд «Инсан», который стоит рядом с нами в трудную минуту. Сейчас бы мы хотели продемонстрировать небольшой ролик о работе, которую делают эти ребята. Пожалуйста, если у нас все готово, включите, пожалуйста. Фонд «Инсан» по Навлахскому району, по новострою в целом, ежегодно проводит немаленькую работу в сфере благотворительности. Мы, как и центральный фонд, охватываем все программы фонда. Это и жилищная помощь. В ближайшее время мы построили 2 дома, тем самым решив полностью нужду подопечных в жилье. Эта программа также позволяет выводить подопечных из статуса нуждающегося. Следующая программа – это продуктовая акция, в рамках которой мы осуществляем раздачу продуктов первой необходимости. Данная программа не решает полностью проблему нуждающихся, но позволяет им сэкономить на каких-то других вещах. Следующая программа по принятию и распределению заката. Мы принимаем закат как денежными средствами, так и товаром. Данная акция в первую очередь помогает состоятельным людям выплатить свой долг перед Всевышним, а затем оказать помощь нуждающимся. Также немаловажная программа по оказанию медицинской помощи, от медикаментов до проведения реабилитации, тем самым помогая решить проблему со здоровьем наших подопечных. Следующая программа, которую хотели упомянуть, «Шатер Рамадана».
Это одна из крупных и важных акций, которая требует ежедневные организационные участия в проведении ифтаров для постящихся. Эта акция укрепляет братский дух и объединяет верующих. И завершить список мы хотим акцией «Мясо в каждый дом». Эта программа, направленная на организацию и обеспечение мяса подопечных в рамках праздника Курбан-Байрам. Дорогие друзья, несмотря на работу, которую мы делаем, хочется отметить, что без добрых людей, которые жертвуют свои средства на благотворительность, мы бы не справились. Поэтому я уверенно могу сказать, что мы одна команда, которая делает одно дело – помогает нуждающимся. Это вот ролик, конечно, не в силе охватить всю работу, которую делает фонд «Инсан», но, по крайней мере, тот, кто не знал, у него будет хоть небольшое представление о том, чем занимаются эти ребята. И, может быть, кто-то, когда будет ехать на машине или стоять в пробке, пропустит машину фонда «Инсан», поскольку будет знать, что они торопятся помочь кому-то, иншаллах. Но поскольку у нас маджлис знаний, знания невозможны без педагогов. И я всегда говорю огромное баракалла тем педагогам, которые были у меня в моей жизни. Может быть, я не всех их слушал, может быть, кого-то случайно обидел, прошу у них прощения еще раз, я это делал не раз. Но я хочу сказать им огромное баракалла каждый раз. Вы знаете, недавно я был в своей школе, по работе попал в свою школу, уже практически 1-2 учителя остались, которые мне преподавали. И я вспомнил такую историю. После того, как я закончил школу, у нас в школе была преподаватель, она была уже пенсионного возраста, но ее не отпускали на пенсию, поскольку не было замены ей, она преподавала дагестанскую литературу. Она была лачка, но вот сейчас я не помню, с какого села, но помимо лакского языка она цитировала стихи на разных языках Дагестана, практически на всех, знала биографии практически всех дагестанских поэтов, очень хорошо знала свой предмет и очень требовала от нас знать. Очень не любила она лакцев, которые не знали родного языка, если честно. Меня она любила, поскольку я знал лакский язык, и я был один из, так сказать, любимчиков. И вот прошло время, я закончил школу, и я встретил ее. Это был уже конец 90-х годов. Многие знают, да, что это были за годы, кошмарные годы, когда все стало с ног на голову и обратно на ноги. И вот я ее встретил, о чем я хотел вам рассказать. И я говорю: Асия Султановна, вы меня узнали? Она говорит: да, узнала. Я чуть поговорили с ней, я говорю: огромное вам баркала за ту работу, которую вы делали. Она расплакалась и сказала: за последние 10 лет ты первый человек, который говоришь мне баркала за мою работу. Вот мне бы хотелось, где мы бы с вами не работали, чтобы были люди, не один, а пусть будет их 10 тысяч, миллион, которые будут говорить нам баркала. Дай Аллах, чтобы мы так делали работу свою, где бы мы ни работали, чтобы нас благодарили. И маджлис знаний невозможен без того, чтобы не выступил один из учителей, один из педагогов. Я хочу пригласить Месиду Расуловну. Я думаю, у нее найдутся слова, что сказать сегодня собравшимся. Я буквально с утра до обеда была на лекциях по профилактике терроризма. Вот Махач Акаев тоже со мной вместе, с администрацией нас отправили. Профилактика терроризма. И сегодня мы экстренно сдали этот зачет тоже. Получили очень высокий балл, около 100 баллов почти. Это еще раз говорит, что мы получили хорошие знания и еще укрепили эти знания. И мы в дальнейшем тоже сможем эффективно работать с молодежью, с учащимися школ и так далее. Поэтому я говорю, я экспромтом все говорю. Я сегодня хотела, знаете что, поблагодарить Мансура. Мансур Хаваев, я хочу поблагодарить вас, знаете за что? Это было 1 сентября, воскресенье. И не было для палестинских детей, которых приняли в Гамьярскую школу в новострое. Для 75 учащихся не было столов и стульев. 1 сентября. И директор уже бьет набат, говорит: Месида Расуловна, что делать? Я же не могу их 2 сентября, чтобы они стояли в классе. И у меня был один выход, позвонить Мансуру, оказывается, он был в горах, и Мансур утром, в 8 утра, мы с ним созвонились,
23:37 уже стулья, столы на завтрашний день для палестинцев были готовы, собраны. Все имамы мечетей новостроя всех сел собрали детей, то есть помощников, чтобы собрать эти столы и стулья. А Мансур руководил вместе со мной, чтобы их привезли с Хасаюрта и так далее, и так далее. Это огромный труд, огромная ответственность. Это такое отношение. Вы знаете, я, когда уже утром вот эта тема началась, что стоять, они что ли стоят будут, я про себя подумала, люди, вы же хотели туда, в Палестину, на джихад пойти. Где вы? Почему вы не помогаете? Почему вы вот так вот нас бросили на 2 сентября, чтобы эти палестинские дети, столько детей, чтобы на 2 сентября, чтобы они стояли вот так вот. Но Мансур это все сделал, умница. Он уже собрал и в группу в Умра тоже повел. Этот человек растет, и я надеюсь, что он достигнет больших степеней. Спасибо огромное. Баркалла за сказанное. Пусть Аллах будет доволен той работой, которую вы делаете. Иншаллах. Ну, а сейчас хотелось бы посмотреть ролик о общей работе, которую проводят ребята в Новостройском районе. Иншаллах, пожалуйста, включите, если у нас все готово. История переселенческого района Новострой Новолакского района – это еще одна страница в истории лакского народа. Духовная жизнь здесь медленно, но уверенными шагами идет вперед. В 2009 году в Новострое, в селении Новочуртах, была построена первая в районе мечеть. Сегодня, спустя 15 лет, во всех селах есть мечети и имамы, работники муфтиата Республики Дагестан. Под председательством Совета имамов Мансуром Хаваевым в районе активно действуют культурно-нравственные мероприятия, просветительские лекции в учебных заведениях, примечетские мактабы, летние курсы для детей, отдел женского просвещения, духовно-просветительская газета «Ассалам» и, конечно, благотворительный фонд «Инсан». Все эти и другие направления в переселенческом районе Новострой имеют активное развитие под чутким вниманием и руководством муфтия Республики Дагестан и лично самого муфтия. Но лучше рассказать о муфтии Дагестана может человек, который с самого начала наблюдал за его деятельностью, известный богослов, отец покойного муфтия Хас Мухаммад Хаджи Абакаров. Удивляюсь его глубочайшей мудростью. Удивляюсь. Вот эта дальновидность и правильность это до такой степени, как муфти Ахмад Хаджи, у кого на сегодняшний день я, например, не мыслю такого и знаю, что нету вообще, сравнения нету. Я слышал, что когда он родился, Абдул-Хамид Афанди сказал, что это будущий предводитель ислама. Это же мечта. Это же мечта мусульманина, что муфти одновременно является устазом и управляет, например, любые жизненные вопросы мусульманского образа жизни. Любые вопросы. Эти две должности в основе личности – это приветствие, это мечта. Вот, кстати говоря, недавно, сейчас модно стало делать нападки на муфтият. Все, кому не лень, пытаются что-то сказать, не пойми, откуда вы вышедшие и выросшие, из чего становятся богословами. Вроде они вчера были блогерами, до этого они были во время ковида инфекционистами, во время СВО стали военными, а сейчас они стали экспертами в духовных знаниях и уже пытаются работникам муфтията давать советы. Ну, не будем говорить об этих людях. Все мы о них много слышим, знаем из разных источников. Мне бы хотелось сказать о наших людях, которые несут добро. Вот благодаря тому, что есть работа муфтията, у нас очень много учебных заведений. И так вот, то, что я хотел сказать. Мне один из
соседей, который не очень хорошо осведомлен. У него свой цех, по-моему, что-то они сваркой занимаются, там ворота варят. И он говорит, а что муфти делает? Что муфтият делает? На что они эти там? Я говорю, слушай, вот у нас, говорю, напротив центральной мечети стоит мадресе. Там учатся 300 ребят. Вот этих 300 ребят нужно 3 раза в день накормить, нужно одеть, нужно дать им постель, нужно дать им мыло, чтобы они умылись. Ты, говорю, на 300 человек свадьбу играл, говорю, деньги в долг занимал. А эти люди из года в год живут, и каждый год приходят новые, и каждый год открываются новые мадресе. И все это благодаря чему? Благодаря работе муфтията, той порядочной, честной работе. Мы же, когда видим, что человек честно работает, мы идем, мы общаемся, мы помогаем ему. Если бы не было такой правильной, выстроенной работы, честной, рядом с муфтием, рядом с муфтиятом не было бы столько людей. И благодаря им, этим людям, которые работают в муфтияте, сегодня есть и мадресе, сегодня есть и примечетские мактабы, сегодня много чего есть. Сегодня можно пойти и приобретать знания. Как говорится в хадисе, знания приобретаются в результате того, что ты идешь за знанием. Знания к тебе самому не придут. То есть надо пойти, найти учителя. Если в детском возрасте это легко сделать, да, записать на летние курсы, но человеку в зрелом возрасте очень тяжело бывает, я знаю по себе. Очень тяжело бывает, во-первых, найти время, но самое тяжелое вот это внутренний барьер, найти учителя, пойти, взять тетрадь, записать и как школьник сидеть, учить все, что он тебе дает. Ну, альхамдулилля, есть люди, которые посещают и вечерние курсы, есть, которые в зрелом возрасте получают знания. Одного из таких я знаю, ему хочу предоставить слово. Это очень активный наш брат, который во всех мероприятиях в первом ряду первое место будет, когда нужна бывает помощь. А когда раздают призы, подарки, у него бывает в последнем ряду последнее место, его очень незаметно бывает в это времена. Он очень любит работать, помогать всем нам и быть незаметным тогда, когда, говорится, раздаются подарки, то есть он хочет получить все это от Всевышнего, зная, что там будет больше. Это старший нашей хадж-группы 2012, Абдурашид. Пожалуйста, Абдурашид Хаджи. Я думаю, у тебя найдутся слова для наших братьев и сестер сегодня. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد السلام عليكم خير سوربال نا بويس اختيار جولا لكم مزري بوانا سانشيرشان جولبا لكرا المجلس روكونو أما لكم مزري أمنو هرزار إلا سنبوش مونو غلغبونو قنو شنين شان قناي برجولا وسوربال مزبور بيوكلي مزجو تاريخ بقى خورشان ملت بقى صرت يبصر تاريخ قابوش لي منا وشنا استوري أرمو لكم مزري تاريخ جيسة استوري نتيل مزكونو نتيل مز لا بابو الحمد لله الشكر منير قم مسزا تسا ملت ربوسا بق دچندونو دوهنو متقال نسل لي gelişim menedisa tarih konuну mazgu buruçunu vilbahusa kulpatku örçügü bennaşal şappa bunu gulakku bazara galgatı gal mazgu buruçunu sana qinnu qunnassa çuvarçı bir şeyser bunu giroşi bu mulakku mazra mu çuvarçı bitisamak mu giroşi bitisar tun nava baksa qinsa insan şu bir qaursiyet elim usan nasya vashikku galgat ise cuman sama insanla eti hunsarvat tola usuti tola bakra sama insan kumanuya muksawa qinsa şu bir tonana qaursiya ца на алим чу акара алим чу туру бусан сардинналия сажум мана саятранкум масза бусан на ма'ладуса ца кана ملة قنا قصة شين زيا قنا ديكوندور قناصة المدوكو سعالم شو لكم برشيكو شين زيا قنا يدورشا مرت شين دوسا قنا بيزركون سا إنسان لجنين أقا جيت سنة إنسان سوغو قايزون أورجيكا جيشين هجري جين ندوك ردولة بكرة البخوانة خنبور شورخالكو بكرة البخوانة خنبور جي قاشبس شين شفاس شينا قاد سيزولوك سا إنسان كأمرت شين دوسا قنا سفره هل سوالو كي يخني بيزار كنو مدرسة أنسى تقولوا كنو ما أكون أور ما كونه بقول هنا كي كونه كنو جيت سكون بري تولا جماعة
ماتشغام ميتينو بيزارغو خنا يقري دك سال جماعتي جاني سشر شيسك سشينغلوسون وكونورغا ما خونه وجل صاغ قما وكوني كونبورغا جماعتي قشبيس بكر البخوانه هو سچور خال حال بخوانه هو جماعتي وجل قشبيما وكوني كونبور ما خونه قاغو كاي سشر دوسك سهل كاي شين هچلي كاي قرطول خرماق غير شين هچلي نور غي سال جماعتي بس قاغو كونا بكر الاخوانه هنور غا جماعت كنا غاش شلا جماعتي يلا كونبور جوابا كينار دكن حق انس جل زمان چون بوچ لګمان چابنه اوجه بقار سومانال سوما سكون خينون له يسري قاقول اما برجر شكتو جوبا بوتونو اتس انسان قويا زوبيه ليچي شبه قصر س اقلولي س دهناره س بركتر انسان تل بوتو سجمال الله نال خليخ شاما دهندوس انسان شان ازر ساققس انسان نير قينسه چوندو كوندور صناكل اگر جمعه چه بخورچن واجل دين لول اسو خيچبا خيچ مخلق ليس جمال وانا لوكني امامنا شان نزادو سر كني جبا ودنا لوغ ماق جاري قريت سبنا البوسون مي شان گزاريت جمعه بركت حق انو هونتيغو ابدل ابدليغو چه بخورچن وكون سبتابو دقنيختونو جوچاتورا ملترا تعلمون تحنربون دوتانار كنسر موجو بس فريزر الله نال بيخص بوچو مني علم دوكو منن جنة علم لكن دولي برخة أرسل سلي بقار سنة سيدونغ بخشش دولار تي بقار قنو قمص قلو هربولار لا باي هزبار جن إكرام بارت إي بقار بيبور الله نخلونو غنغا جارية غنغا قوكتيتون أقلو كل شيء سچون دونو بركات رخص إنسان تر بيبور جوخ أكبا وبركات ودنيال آخرت رخصون لقان دوس زاريچه ودنيال تأيلن وزدوارا كل نكرته نكرين بيندين زلبا تعليهكو بركتكو زلبا قطرة زلا أرجارا بولونو بنمو بركة لسيرت إبر ودنيال لتو آخرترا سيتشو أرتسو دولار تي بقار دكان هجانغو تسلب الليبور يجو تسلب الليبور منيتو جو بچانس يلو بوصونو مزرينو بقى جول بچامنو صانا مزرينو بور جول شيخ جمال الدين وسي قدس سيروتي جول سيف الله قاضي وسي قدس سيروتي جول سمة الله ولياد الله وسيتي رحمه الله جول مصحاجي وسيتي من الصارد اونو چابو سبيكسر لكربو الشيخ تال ولي تال جول السول اسيترو تشيچو سلو بصر لكشر شيخ تال عالم شو تال تسا حق انو چو برمي حق انو ميخون شورول جوبتو ببكون شورول ونوات سشري لسلسيسا منمو مرتس بركات سخوليخ وهرتس اكور لسلسيسا مجلس لسا بركات رال شكرولول ستشترا كريوتي الله نجانسا شچانتخ لابا خانا قسر جوب مدا س انسان كل شيء دهنگو قطيتو سچمال اتس انسان قنان بركات بيسر اتس انسان بيسچمال تورشون ازرون بينو بچيسر كاي جوبا قنو الله نلبا يزبوهنو تربيلول دهنرال اسلم مصر بوچوست ملت برو منو مونيل گدوسرتسا قاشبيشيب سوكساب مكول لابا يسبرو مكسبا كونر كوبوها زحمت سكو بكيسر بكون سي انسان تر اقل بس كل شي دوس ديوچو خلق غهر تخوليخ سوا اچيسر غنن تلا جمي بچيمبان سنكول نمونتي جمي مون كرابلي رسم مزري بكونسا حالغو ادوغو عملغو بوسچمن انسان نبو كونل كوبوهونو غيق عمل بونو لوسونو دكنيختونو چانس زحمتنو بيكيسر اما لوسو سچمالغو غي بصمانغو زحمتنو بيكيسر غا تسلچمو جوبو مكون قبوصونو تي چانس چخكو بيكورو جوبا يا ربي يا الله نتلمز لابينو لقينو جمه هرس تخمر بو قتلو وقهورچنگو علمو دققسا تخمو قخوندو جلبا جماعت عالم شو امام اقصا جماعت قخوندو جلبا نتل مزگو تاريخ گجل درهونو چورتس ارنتلگو
Сурбалгу. Дин иманнар лабеса. Марца аманнашал хиаллашаса. Халк чабхун ножул миллатрабу. Ваканеца хуцала турша инсан ухурчангу. Хуазара, ацазара. Самак укун жол укун самаждесо канай бурти мукун се канай анту биал кахане се канай гужу бубчанна иншаллах. Allah'ın barakat yel tuhanna julba. Apabu minnal buna hirtal afabanna. Sağ minnal buna hirtal afabanna. Abadul abadi neyse julla kunsa nikru. Barakat se kunna jumma vadunanungu ahiret rangu inşallah. Kummasa umud guburu. Nittilmaz guburu çinsa. Nittilmazral dersu dihlansa surbal gubikansa jula millet raba. Kummasa umud guburu jula cemaati al. Elmu kalan jula örçü, jula duatun anisse çivarksa nikru. Gaynnal barakatral. Hiç jula baçense gutsu jubagu. Urşi elmunul kiriu bakka. Kaşaysar insan şibugu. Barakat kuburuçin. Migulasun. Labay hazban. Mukun önü çabussa. Mihunu gahki çabassa kutsu. Dinnalul elmunul barakat. İmillet kutsuluğunu minnal kirivne. Allah'ın sevnici ahahuz qirjunna duçanna inşallah. Kummasa barşallah söylevnan. Барча Аллах хумаса Абдурашид Хажи Усей и на лаку мазре галат и на мигу жалав лаку мазре дурлер. Тик ураенна мирос мазре. Почерил? Что касается алимов, это те люди, которые ведут нас по тому пути, который указал нам пророк Мухаммад, саллиллаху. Из хадисов мы знаем, что нам всем нужно следовать за предводителем. То есть даже когда двое отправляются в дорогу, одного выбирают старшим, чтобы было за кем следовать. И благодаря вот старшим всегда строится работа. Если тот, кто стоит во главе, ученый, следующий человек, то и дело бывает успешным. Если же во главе дела стоит непорядочный, нечестный человек, это дело никогда не увенчается успехом. Я думаю, что благодаря тому, что в новострое стоит очень порядочный человек, о нем уже было сказано, который изо всех сил старается принести благо своему району. Сегодня такая работа ведется, которую мы видели и в роликах, и которую рассказывали ребята. Я хочу предоставить слово Мансуру Хаваеву. Я думаю, у него есть что сказать своему джамаату. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيرسة سروال قماسة برش الله حقينه شككم بجوريو ومجلسكو تيلنوشين سكيوهن تولدانيو ساكين كوسا مجلس بروا مريتو جمعتي يكون دك نختونو سوا سيبان قوخوني أما هرساترو سلام أصليحات برو الله نجا الحمد لله Salçım Allah'ın cümle şikkum bucan tevfik dola veriyor. Ve hakkını şikku kakkandusa rolik irtal davril hakkiro fondral insanlar al biko ve işirtavu ve buçin şurul ve sajuy bakka ve zudursa davri salçın. Sen tirşa zubakkasaniye ve davudan kahunnisiye sukuncav. Monetu Allahu Teala'nal her sakasna kun tevfik dolunnav her sa okunsa işirtavu hurtukunu vanino darajarten hezban şurul inşallah. Ve her tazadgu Allahu Teala'nın lijunna dullesa. Jumma muzad buçin şurul mujunna Allahu Teala'nın dursa aqlu elenu işleban erkin sari. Gad sala bahayekun ilmu gular sunu ganinu baqa kul qahun nisari. Sençirçe juwa bur Allahu Teala'na lakhamunu Allahu Teala'na bur wa dunyalin hambunu Allahu Teala nazul hal halban hambotir wa dunyalin. Wa dunyalik Allahu Teala'nın juwa Busurmanu lakhem bunu buru idosil ummatiro lakhem bunu buru Allahu Teala'nal. Mugu Allahu Teala'na jukuna aqlu kulşigu dullunduri suwa uşevgu kul bunu buru idosil khulligu bihum buru jumma juwa va givu Allahu Teala uri jumma kashi kudrat dulle uri gates hal va khulli kharj dunnu ganinu darajarten hezban şurul. Mizat kulnu bikan şurul juwa salçin ilmula sunarkin sari. Mu ga urtsa kuş şinlerdi ga komünist zamanne jula buttaqol ge dindan qabitley ilmulaklin qabitley mukunsa vasson biukunne amma ga çongu gargunlar gunni sen çirçe Seyfullah Adinal rahimahumullah tiuri ganah bachi hezkhunno gazavat banutis jumal ganal uksiya çarosa iqhanisari bitiyara va
системалул ца инсанал урмулиса чундури укун. Как раз аруцала шинларгуну лирнуларгуни. Ганемгах Аллаху Таалана жухна тиртунни, холлурду тиртунни, мадрасарту мизитрухунни, ама гиуге цала бахекун қалахлебунти жуммачелебу жулалагма ханахимур. Жахил талбури бауqlей, бауqуса холлур дехнебури. Жумма аркимур цири жар саниттибуттал мурад цири жула насрулу таалих. Анасрулу таалих саубуссари га илму кулшауриури. علم دوستار دنیا لولگو آخرت رالگو منیتو گیک ایرگو برابر نو دچین ارکینزا سچو ارحال اما آخرت رالمر علمو چنسه هیچ دچین ارکینساری و دنیا لولمر هیچون دکلان دیگه اختو چروسا بو قوچارتو زحمت شورتو دیگه ساری منیتو سچو ارحال دچین ارکینساری جلو تعلیهرم بکن شروع چینو دا جلو نسل تعلیهرم بکن شروع بهو بیزو کلنو بکن شروع دین اسلام را لخیم بیسه بوچی مولیسه ککم مولیسه خونمات سوریو چیومات سوریو هر سه بیزش سه سکون بیزن ارکین سریو الله نال خلی جوا چنس سمی انسان سمی ملتی تخ بروگونو گنای حسابلارسون قصبان ارکینی سنچیرچه آزردا قول شیننردی جولا بوتال خال جمع کلی خدین دچینون نبیوکسا جولا بوتال خال بروگونو گنال لرسونو گنی یخانه بنوتیری حقینو جمع ارکینی گنخ بروگونو گنای تولرسونو قصبان سالشین ارکیمو جمع ارکینی سچون خونو سچون الله نا خلی باقا خون قخون نیستاری جوشوا سنچیرچه آوادانسا انساننا لگمالگلی سچمال انسان تال گه لگمالگلی بسر گناچه قصتونو تیری İlçin güçbussa insanlar lagmalagile seçumal, gel lagmalagile se ganal güç bunu tiri. Ga artsugu duhlagehtu ganal güçgu buhlagehtu ga qaytan nisari. Çağusa kanturde mukun zarun taşa khuna boqsa işru khunni jula. Allahna khuli seçun khanaqi seçumal insan sahqu qaurgesari. Ga dussa ur, daqqassa ur, güçsa ur, aqqari, qashevesa ur, shevesa ur qaurgesaga ga daqnixtuno Allah nahtunu gananga khiranunti ga ganashal achinisari iuchangu ukkangu achinisari munetu juwa julwa nasl arkinsar din islam ro tarbiyaban haqsa din islam ro tarbiyaban ganiu tarbiyabun gennan ga khululasun kumagbar chjuwa julwa talihrem bukkanisaro chanchir juwa khuniu khunumuqaq julwa urcharal جمع ما خمي غالغاتي جشلوا بالله تلقى بكنيسر جنا جلوا حرمتكو بالنسر جلوا إتوقو قبض النسري جلوا خيريو بچنسري مولا خيمان شيرول فيمي ملتيرتل هرت سر رايون هرت سو سيدوري قوني س مدرسه تو بنو بري تي وچنو جلوا مزري بنو روحانيسه وچي جلا غا دازنا ديكن اركنساري سنتر بكن اركنساري جلوا ملت سچون بانسا منيتو غاقنا ونوسترويري حقینو سقینی مو مخرمق سناس ککنن سرولی کدوس سری گا مدرسالو لگم لگن ارکین سر جوات سیناو سچون خونو انشالله الله نخولی بانشه سکومک کنینو بان خانه برو کنی مزرینو بان خانه برو مزری قسلینو بان خانه برو قسلینو سی بان خانه برو خالبونو سچون خونو گیکو جلو نصر دکی منو عالم طلبونو گیک بکیختو گنیتو خونیسا من پاتو لسونی سری انشالله الله تعالى ناجحنا توفيق دلنا عقل بلوسا عقل تعلنو إشلبان كلشي دلنا الله تعالى ناجحنا شيء سكس جوا حركات باناركين ساري. Сейчас хотел бы попросить вот последний ролик, чтобы показали наших братьев. Дедушка, а мы правда переезжаем на Новострой? Правда, Мухаммад. Иншаллах, наконец-то мы переедем в новый дом, в новые земли. А зачем мы туда переезжаем? Что там мы будем делать? Сейчас я тебе все расскажу. Давным-давно наш пророк со своими сподвижниками переселился из Мекки в Медину, и первое, что он сделал, он построил мечеть, чтобы проповедовать ислам. Знаешь, ведь когда-то мы, лахский народ, славились религией, большими учеными и знаниями. И вот когда мы переселимся, нам снова надо заняться религией. Мы построим мечети, будем проповедовать ислам, и в этом мы надеемся на вас.
А что, у нас есть такая красивая мечеть? Да, есть. А рядом с мечетью надо построить медресе, чтобы там учиться. Так вот оно, медресе. Только недостроено. Мы с тобой его достроим. И все нам помогут. Деда, а чем я могу помочь в этой стройке? Вот видишь, здесь каждый помогает как может. И за это Всевышний его наградит в этой жизни. А уж как наградит его в той жизни, знает только Аллах. Иншаллах. Скажу на русском, иншаллах. Почему? Потому что есть среди нас, которые и лакского языка не знают. Буквально недавно я с одним из наших братьев, этот человек, как в народе говорится, состоятельный человек. Человек, который может помочь. И этот человек в одном благом деле хотел помочь, но ему, как нужно, не преподнесли этот момент. И мы когда с ним разговаривали, он говорит, я хотел помочь, но мне, говорит, помешали. И он мне говорит, кто это мог, говорит, мне помешать в этом, да, вот мне, говорит, столько всего сказать, говорит ему. Я когда у него спросил, в чем же ты хотел помочь? Он говорит, вот такую-то стройку хотел я сделать. И я ему говорю, я был противником того, чтобы эту стройку сделал. И он был удивлен, почему? Почему ты, говорит, помешал? И я для себя понял, что очень много у нас есть братьев и сестер в том числе, которые хотят ради Аллаха помочь. Но беда наша в том, что мы не можем подать человеку именно то, что самое необходимое для нас. Вот из-за того, что мы между собой не общаемся, сегодня простой народ, он сам по себе идет. Наши хакимы сами по себе идут, и такое ощущение, вот имамы тоже как будто сами по себе идут. У нас взаимосвязи как будто нету. Когда у нас эта взаимосвязь появится, иншаллах, у нас все остальное тоже пойдет. Ему преподнесли так, как будто вот ту вещь, о котором он говорил, это как будто самая необходимая вещь. Но эта вещь была, которая в год один раз только может понадобиться, в полгода раз только может понадобиться. А самая большая необходимость была строительство мечети. Когда я ему говорил, нам нужна мечеть, говорю, который день в 5 раз, говорю, человек может спокойно зайти, говорю, и помолиться Всевышнему Аллаху. И он был как бы удивлен, да, в этом. Поэтому у меня убедительная просьба. Давайте мы с сегодняшнего дня, вот сейчас, вот все, что мы делаем, мы будем делать сообща. Есть определенные люди, вот, например, учителя, или врач, или строитель, или кто бы ни был, этот человек, он лучше знает свою работу. Точно так же, как и имам знает свою работу. Когда что-либо нужно, необходимое сделать, мы должны обратиться к учителю и у него спросить, в чем есть у тебя нужда. Точно так же к врачу подойдя, у него спросить, в чем есть у тебя нужда. Когда мы стройку делаем, у строителя мы спрашиваем, мы же просто взять ему песок, кирпич, цемент не закидываем, мы у него спрашиваем, в чем у тебя нужда. Вот точно так же, чтобы мы и с имамами тоже общались, и у них спрашивали, не так, что любому человеку взбрело голову, и начали так делать. Лучше спросить, в чем на сегодняшний день у нас в районе есть необходимость для того, чтобы принести пользу. И этот имам направит, иншаллах, и этот же врач направит, и этот же строитель направит, и многие другие, и администраторы, и кто бы ни был, они нас направят. Почему? Потому что они лучше знают обстоятельства и обстановку нашего района. А в духовном плане на сегодняшний день мы очень нуждаемся в мадраса.
Если мы, иншаллах, это духовный центр будет наш. Почему говорю о духовный центр? Она находится на равнине. Сюда можно спокойно рукой подать из Юждага, из гор, из Хасаюрта, из Кизляра. Она находится в центре. И тем более для нашей нации. Жулва миллет цечум буну, гама драса шеллубуну, жулва жахильта, жулва урчугик кудуккиманса ишхурча, хруцала турша азара урч, дуккимбарча жуа эцрацня хурашина муттали, валлахи жулва даражагу бахана кунниса, жулва ахвалгу бахана куннисари. Сенчирча Аллах субхану ва та'ала гу тиури, Кур'аннало. Бисмиллахи рахмани рахим. Инна Аллаха ла югаййиру биқауми хатта югаййиру ма би анфусихим. Қабахана бесар Аллаху Та'аланал миллатроу ахвал тиури гетси пабахана булле қабеби ухуссакса жуа хақину аркини жуа аркимур муч але геницун гулочун гавасе хичуме бачирча жуа Аллаху Та'алана ахвалгу бахана манисари. Пока мы не начнем менять свое положение, Аллах не меняет наше положение. Поэтому мы должны объединиться, мы должны слушаться наших старших, тех людей, кого Аллах над нами поставил, и, иншаллах, от этого будет польза. После этого маджлиса тоже будет баракат, благо. И, надеюсь, придет время, когда мы закончим это мадраса, зайдем в это мадраса с нашими детьми и получим все вместе пользу. Альхамдулиллахи раббил аламин. Иншаллах, пусть Аллах поможет нам объединиться и довести, я думаю, все, кто сегодня здесь был и услышал, увидел работу, доведут до тех людей, кто хочет помочь, как правильно это сделать и как лучше это сделать. Действительно, есть первоочередные вещи, стройки, а есть, которые может и подождать. И мадраса, конечно же, нужна. Тем более здесь на равнине, в горах у нас есть Кумухи, здесь на равнине, если будет мадраса, это будет очень хорошо, тем более рядом с городом. Отправить туда детей, в любое время можно приехать и навестить ребенка будет. Иншаллах. Ну, наш вечер подошел к концу. Осталось только сделать дуа. Ассаламу алейкум. Я дуа делать не вышел сюда. Есть хороший один амал у наших братьев-аварцев. Вот сейчас и здесь, вот 100 тысяч здесь. Для строительства мадраса и продолжения его. Хороший пример, заразительный. Также, да, Аллаху Акбар. Мансур. Принял. Все, барчаллах. Иншаллах, от баракатного человека баракатный взнос. Иншаллах, дейди хулул, дейли тухун нисар жула хойса, иншаллах. Хотел бы выразить благодарность нашему брату Хасану, также Исламу, Абу Талибу, Хадижат и всем остальным, кто именно очень большой вклад внесли для организаторства всего этого. И всем тем, кто пришли на это мероприятие. Также нашему брату Абдурашиду тоже, так как он очень большую работу делает для того, чтобы мы в таких мероприятиях была благоприятная обстановка, да, и чтобы мы получили от этого пользу. Огромная баракаллах. Пусть Аллах воздаст каждому из нас не по заслугам, а по своей милости, иншаллах, и даст нам благочестивое потомство, от которого нам не будет стыдно, от которого мы будем радоваться, иншаллах, и когда нам будет тяжело, чтобы они за нас делали дуа, просили у Аллаха для нас облегчения. Всем баракаллах, пусть Аллах даст нам еще больше милости. Алхамдулиллах.